Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационная программа «Время» на телевидении Душанбе. В студии Мавлюда Бабушоева. 30 августа президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон и председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, с целью участия в День знаний и на уроке мира посетили Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана. В начале в университете глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, ввел в эксплуатацию Центр развития навыков, профессиональной подготовки и услуг в сфере туризма, а также общежитие и столовую для студентов университета. 30 августа президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон и председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, с целью участия в Дне знаний и на уроке мира посетили Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана. В начале в университете глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, ввел в эксплуатацию Центр развития навыков, профессиональной подготовки и услуг в сфере туризма, а также общежитие и столовую для студентов университета. Восьмиэтажное учебное заведение Центра развития навыков имеет 92 учебных и 24 рабочих кабинета, которые могут одновременно обучать до 3200 студентов. Создание учебного центра играет ключевую роль в обеспечении управления различными направлениями деятельности университета, интеграции различных направлений деятельности и модернизации учебного процесса. В Центре развития навыков, профессионализма и услуг в сфере туризма на первом этапе обучением охвачено 4500 человек. Здесь обучаются в общей сложности студенты по 14 специальностям. В каждой аудитории предусмотрено соответствующее оборудование и наглядные пособия для изучения с учетом требований выбранной студентам профессии. Центр создан в рамках реализации государственной программы профессионального обучения граждан Республики Таджикистан на 2021-2025 годы в сотрудничестве с Азиатским банком развития для получения гражданами образования. Открывшееся сегодня пятиэтажное здание общежития рассчитано на 92 комнаты для 368 студентов. Каждая комната обставлена в соответствии с необходимыми требованиями и в ней созданы необходимые условия для проживания студентов. В трехэтажном учебном здании, которое является частью Центра развития, расположены просторный спортивный зал и плавательный бассейн, с использованием которых будут проводиться 5 видов спортивных соревнований. Новая столовая университета одновременно обслуживает 336 студентов. В зале столовой состоялась встреча главы государства с 80 студентами-сиротами. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, напутствовал молодежь на освоение современных наук, изучение иностранных языков и информационных технологий. Следует отметить, что поддержка сирот находится под постоянным вниманием правительства страны, а создание условий вдвое усиливает стремление студентов к изучению современных наук. В условиях современного мира создание необходимых возможностей для обучения молодежи наукам является важнейшим средством подготовки высококвалифицированных кадров с чувством самосознания. В этот день глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, после ознакомления с проектами ряда объектов заложил камень, фундамент строительства 12-этажного учебного корпуса на территории университета и 7-этажного учебного корпуса Международного института Худжанда при Международном университете туризма и предпринимательства Таджикистана. Дополнительное здание Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана будет состоять из 72 просторных аудиторий и рассчитана на 1500 студентов. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил ответственным лицам построить объекты с учетом современных образовательных требований, национальной архитектуры и с высоким качеством. В этот же день был введен в эксплуатацию учебно-производственный швейный цех Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана. Здесь созданы условия для 200 человек в соответствии с требованиями, чтобы студенты наряду с обучением могли привлекаться к оплачиваемой работе. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, после открытия новых зданий и объектов в Международном университете туризма и предпринимательства Таджикистана провел встречу и выступил с речью на собрании по случаю Дня знаний с представителями сферы образования страны.
Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал сегодняшнюю встречу хорошей возможностью для анализа и обсуждения состояния жизненно важной отрасли – образования. Было подчеркнуто, что благодаря независимости и свободе, полному миру и стабильности, а также национальному единству в нашем любимом Таджикистане созданы все необходимые условия и возможности для обучения подрастающего поколения и молодежи. По словам руководителя государства, уважаемого Эмомали Рахмона, весь наш прогресс и достижения, в том числе в сфере образования, достойная и мирная жизнь народа прежде всего зависят от прочности мира, спокойствия и политической стабильности. Лидер нации назвал мир гордостью и достоинством, счастьем и благополучием каждой семьи, а также основой прогресса государства и нации, включая развитие сферы образования. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что очередная инициатива нашей страны по проведению десятилетия укрепления мира во имя будущих поколений является логическим продолжением миротворческих усилий Таджикистана на международной арене. В связи с процессом реформирования сферы образования было подчеркнуто, что за 34 года независимости в сферу образования из государственного бюджета было вложено 67,4 миллиарда сомони и за счет госинвестпроектов 6,2 миллиарда сомони, то есть в общей сложности 73,6 миллиарда сомони. Сегодня в сфере образования реализуется 11 проектов на сумму 4 миллиарда 300 миллионов сомони. Было подчеркнуто, что годы независимости заработная плата работников отрасли поэтапно увеличена более чем в 20 раз. Глава государства напомнил о порядочных и ответственных предпринимателях и благотворителях, которые эффективно сотрудничают с правительством в этом направлении. Было отмечено, что за годы независимости патриотичные предприниматели и меценаты построили и сдали в эксплуатацию 1435 образовательных учреждений с 231 тысячи учебных мест на сумму 1 миллиард 700 миллионов сомони. Отмечалось, что в 2025 году на территории страны из всех источников финансирования продолжается строительство 309 образовательных учреждений, а также дополнительных корпусов и учебных классов при школах на более чем 94 тысячи мест. И до конца года в эксплуатацию будут сданы свыше 200 новых зданий с полным набором необходимых условий. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, указал на особое внимание правительства страны к состоянию дошкольных учреждений, привлекая внимание руководителей областей, городов и районов, соответствующих министерств и ведомств, а также родителей к расширению процесса строительства дошкольных учреждений и созданию альтернативных форм охвата этим уровнем образования. Для развития общего среднего образования, которое является одной из важнейших ступеней сферы образования, была признана необходимая разработка и принятие нового государственного стандарта общего среднего образования. Руководитель государства отметил, что принятие нового государственного стандарта должно способствовать реальному улучшению качества образования, повышению конкурентоспособности выпускников и формированию устойчивой системы обучения, отвечающей потребностям времени. Глава государства назвал обеспечение образовательных учреждений педагогическими кадрами одной из основных проблем в сфере образования и поручил соответствующим структурам в течение 1 года полностью устранить нехватку учителей. В ходе выступления в День знаний и на уроке мира президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, также проанализировал и обсудил вопросы, связанные с уровнями начального и среднего профессионального образования, более широким охватом граждан, профессиональной подготовкой, разработкой и изданием специализированных учебников. Дал поручение для устранения имеющихся недостатков. Высшее профессиональное образование стало другой темой беседы, по которой глава государства высказал конкретные аналитические суждения относительно его развития. В связи с открытием Центра развития навыков, профессиональной подготовки и обслуживания при Международном университете туризма и предпринимательства Таджикистана руководству было поручено с началом деятельности этого важного центра в сотрудничестве с соответствующими министерствами и ведомствами принять меры по привлечению как можно большего числа жителей страны к профессиональной подготовке, а также обеспечить вовлечение студентов в изучение отдельных профессий наряду с получением специальности. Наряду с этим лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, с целью реализации национальной стратегии развития образования на период до 2030 года и стратегии развития Международного университета туризма и предпринимательства
на период до 2040 года предложил на базе туристического факультета университета создать Академию туризма Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана. С удовлетворением было отмечено, что в настоящее время в Международном университете туризма и предпринимательства Таджикистана обучаются более 20 тысяч студентов из различных уголков страны, а также из 6 зарубежных стран. В продолжении выступления глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил ответственным лицам сферы образования принять безотлагательные меры для подготовки учителей в области естественных, точных и математических наук, что является одной из важных проблем в системе образования страны. Президент страны, рассуждая о статусе и роли учителя, назвал разработку и принятие закона Республики Таджикистан о статусе учителя высшим проявлением уважения и признательности учителю со стороны правительства Республики Таджикистан. В завершении речи глава государства отметил, что сыновний долг и гражданская обязанность каждого из нас во имя прогресса и процветания нашего раеподобного края, особенно в рамках подготовки к нашему великому национальному празднику 35-летию независимости страны, неустанно трудиться и еще больше повышать авторитет любимого Таджикистана на международной арене. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, обратился к славному народу страны, в том числе к патриотичной молодежи и подросткам Таджикистана, и подчеркнул, что мы должны с чувством благодарности от того, что имеем родину и государственность, всегда быть сплоченными и едиными, с высоким чувством национального достоинства направлять все свои силы и возможности на благоустройство нашей Родины и развитие нашего независимого государства. С целью повышения правовой грамотности граждан в районах города Душанбе регулярно организуются полезные встречи и мероприятия. В этом контексте очередное мероприятие было проведено в районе Шох-Мансур. Следующий репортаж по этому поводу. Согласно плану мероприятий, утвержденного прокуратурой города Душанбе, в зале исполнительного органа государственной власти района Шох-Мансур был организован и проведен просветительский семинар с участием представителя прокуратуры города Душанбе Сафарбек Зода Бехруза и ответственных лиц исполнительного органа государственной власти района Шох-Мансур. В ходе мероприятия обсуждался вопрос о запрете и вывозе растения Хазор-Испан в Российскую Федерацию. На собрании присутствовали руководители отделов и управлений органов власти, директора общеобразовательных дошкольных учреждений, председатели махалей и активисты района. В ходе встречи представитель прокуратуры отметил, что 7 февраля 2024 года на основании постановления правительства Российской Федерации растение Хазор-Испан было внесено в перечень растений, содержащих наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры. В связи с этим строго подчеркнуто, что отныне провоз данного растения в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации влечет за собой уголовную ответственность вплоть до 8 лет лишения свободы. Также было отмечено, что уже 2 гражданки Таджикистана, которые по личным медицинским причинам перевозили данное растение в Российскую Федерацию, к сожалению, были задержаны в аэропорту этой страны и привлечены к уголовной ответственности. После завершения предварительного расследования уголовные дела были переданы в суд, и одна из женщин приговорена к 8 годам лишения свободы. Цель проведения данной встречи заключалась в информировании населения об этих изменениях в законодательстве России. В завершении мероприятия еще раз настоятельно призвали присутствующих воздержаться от вывоза этого растения за пределы страны, особенно в Российскую Федерацию, так как подобные действия могут повлечь за собой серьезные последствия, предусмотренные уголовным законодательством данной страны. Кубок Ассоциации футбола Центральной Азии с участием 8 национальных сборных стран региона стартовал накануне. В группе «Б» соревнования продолжаются между 4 национальными командами. Перед началом матча сборных Таджикистана и Индии на центральном стадионе города Гисар состоялась торжественная церемония открытия этого престижного футбольного турнира. Подробности смотрите в нашем репортаже.
Перед началом матча сборных Таджикистана и Индии на центральном стадионе города Гисар состоялась торжественная церемония открытия этого престижного футбольного турнира. Кубок Ассоциации футбола Центральной Азии был внесен на центральный стадион Гисара бывшим игроком национальной сборной страны и одновременно вице-президентом Федерации футбола Таджикистана Искандаром Джалиловым. Культурная программа мероприятия включала в себя патриотические песни и композиции, популяризирующие футбол, которые были представлены гостям, болельщикам и любителям спорта номер 1 в мире. Церемония открытия второго розыгрыша Кубка КАФа завершилась шоу фейерверков. Напомню, что Кубок нации Ассоциации футбола Центральной Азии проходит с участием 8 сборных Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Омана, Афганистана и Индии. Игры проходят в двух группах в двух странах – Таджикистане и Узбекистане. Победители групп встретятся в финале для завоевания главного трофея. Под руководством президента КАФа организация превратилась в одну из важных ассоциаций региона, а проведение подобных турниров способствует дальнейшему развитию футбола и подготовке национальных сборных стран-участниц к более престижным мировым соревнованиям. После церемонии открытия исполнения национальных гимнов двух стран стартовал матч группы «Б» между сборными Таджикистана и Индии. Сборная Индии удачно начала встречу и уже на 5-й минуте открыла счет. Гол был забит Али Анваром ударом головой. В первом тайме линия обороны сборной Таджикистана выглядела слабой, чем воспользовалась команда Индии, забив второй мяч на 13-й минуте. Автором гола стал Санджеш Кинган. После пропущенных 2 мячей подопечные Гелы и Шекеладзе усилили давление и заиграли активнее. На 23-й минуте нападающий таджикской сборной Шахром Самиев после передачи Ширидина Бубоева поразил ворота Индии и сократил счет 1-2. Первый тайм завершился в пользу Индии. Поддержать национальную команду Таджикистана на центральный стадион Гисара собрались около 16 тысяч зрителей. Однако, несмотря на мощную поддержку болельщиков и высокий настрой, сборная не смогла вырвать победу. Во втором тайме таджикские футболисты начали с большим напором, атакуя чаще. Хотя моментов для взятия ворот у нашей команды было больше, реализовать их не удалось. Особенно напряженным моментом стала 73-я минута, когда сборная Таджикистана получила право на пенальти. Нападающий Рустам Суиров, который пробивал место защитника Ахтама Назарова, не сумел реализовать 11-метровый удар. Отличный шанс сравнять счет был упущен, хотя даже ничья могла бы быть обнадеживающим результатом. По мнению экспертов, линия нападения таджикской сборной показала больше всего слабых мест. С таким уровнем игры команде будет крайне трудно соперничать с футбольными грандами Азии, особенно с Ираном и Узбекистаном. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу. Будьте здоровы, до новых встреч!